для девочки с провинции, из Карабалты, поехать в Америку, увидеть Нью-Йорк. Когда я потерялась, и меня нашли. И тогда я потом стала очень известная бэйбиситер. В общем, я могу делать все, что нужно настоящей Кейлин кыргызской. И когда вернулась в Кыргызстан, очень злая на всех смотрю. Грязно и чисто, грязно и чисто. И сколько мусора собрано. Конечно, перевернулся мой мир. История достаточно фантастическая. Молодой человек с прекрасными манерами, который мне дарил все время цветочки, шишки. А он еще йогой занимается и вегетарианец. Вот. Айджан Чаныбаева, Общественный фонд Академии, экоактивист. Мама экономист, товаровед, папа бухгалтер. Ой, его звали Кубик, замечательный молодой человек с прекрасными манерами, который мне дарил все время цветочки, шишки, ириски. Да, есть нелюбимая детская фотография, где меня плохо постригли, где у меня очень большие уши, еще одели на меня ободок и, в общем, ужасный наряд, большие колени толстые. В общем, я себе там не нравлюсь. Самая ужасная фотография. Самая любимая фотография, когда я потерялась, и меня нашли. Потрясающая фотография, я там очень злая на всех смотрю, но такая характерная фотка, что я нашлась. Обожаю песню «Куда уходит детство». Тоже она у меня как-то вот, всю жизнь я люблю эту песню. Я как раз 11 класс отучилась в Америке. Это было для девочки с провинции, из Карабалты, поехать в Америку, увидеть Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Конечно, перевернулся мой мир, открылся новыми красками. И я тогда поняла, что я хотела бы путешествовать много. И когда вернулась в Кыргызстан, я искала университеты, хотела поступить в МГИМО, даже поступила. Да, вот, приезжали тогда, была возможность, но родители меня не пустили, сказали, будешь в Кыргызстане. И тогда был кыргызско-американский факультет при КГНУ. Мне казалось, что это что-то новое, необычное. Я поступила туда по воле судьбы, по воле родителей, и сейчас я понимаю, что это был правильный выбор. Ну да, нету денег сходить на дискотеку, а еще у тебя сумка, и там лежит бутылка Кока-Колы, потому что ты же не можешь себе ничего купить. Поэтому вот мы все потом эту бутылку Кока-Колы ставим на стол, заказываем воду, но колу все. То есть да, или не было денег доехать до дому. Самые яркие воспоминания – это первые капустники студенческие, что мы пели на английском языке, Boyz II Men песни. Мы пытались спеть на кыргызском языке рэп. Мы пытались танцевать даже рэп, да, то есть после Америки это влияние, все хотелось быть современными. Устраивали мероприятия, когда мы собирали благотворительные, так скажем, дискотеки, потом ездили и раздавали помощь в детдома. Для меня это был уникальный опыт. И еще я, конечно, работала. С первого курса я работала переводчиком, гидом. То есть я все время работала, это для меня яркий момент. История достаточно фантастическая, потому что до этого я встречалась с другим молодым человеком, и как-то встречались молодые люди, которые вот внутри моим стандартам не подходили. И потом я как-то в сердцах посмотрела на небо, это было, не буду говорить, какой год просто, и сказала, Господи, пошли мне, вот, чтобы было вот так. Вот хорошая семья, хорошее воспитание, но чтобы он был такой современный кыргыз. 8 января в Бишкеке, в кафе «Навигатор» я встретила своего мужа. И как-то у нас сразу вот какая-то химия произошла. Но вот прям было ощущение, что это мой человек, и все. И потом мы встретились через месяца 2 на других мероприятиях и просто стали общаться. И я поняла, что это вот тот человек, ту картину, которую я себе рисовала, самодостаточный, красивый, я говорила, самый добрый, чтобы был, очень умный. Ну, конечно, чтобы мужчина зарабатывал. Но в то же время я видела, чтобы он уважал меня. И мы с ним потом через пару встреч, он говорит, а если бы мы с тобой дружили, если бы ты была моей женой, кем ты себя видишь через 10 лет? И вот там мы друг друга протестировали, и я поняла, что это вот мужчина моей мечты. Экономист, финансист, банкир. А сейчас он тренер по личностному росту, бизнес-тренер, консультант по инвестициям. А он еще йогой занимается и вегетарианец. Вот. Когда работала в Америке, не было денег, я
уехала, было $100 в кармане, это первые деньги $100. После в Советском Союзе вообще долларов не было. И тогда вот эти деньги, к сожалению, мне пришлось заплатить за учебу, за книги в школе, и у меня оставалось там $20. И я поняла, что мне надо искать работу, написала объявление по школе, что вот можно там, могу выгуливать собак, могу там заниматься домашним хозяйством. И буквально вечером позвонила женщина, говорит, пойдем, беремся у меня дома. Это первые тоже самые сладкие деньги. Тоже было $3 в час я тогда получала. Я вот $15 получила. И тогда я потом стала очень известная бэйбиситер, потому что я не просто смотрела за детьми, а еще я убирала, стирала, и это все бонусом входило в сумму. И, конечно, мне на чай оставляли. В общем, я могу делать все, что нужно, настоящий Кейлин кыргызской. Я везде себя попробовала, но поняла, когда поехала в очередную поездку переводчиком и пожила в 5-звездочном отеле, я подумала, что я хочу работать в отеле. Отель и бизнес – это мой. Это не секрет, у меня 4 детей. Урмат Медерсалия, 18, 15, 11 и 7 месяцев. 3 мальчика и лапочка-дочка. Это какие-то инсайты, которые тебе приходят, отношение к жизни, открытия, которые не все поймут. Может быть, картины о будущем, может быть, воспоминания из прошлых жизней. Поэтому есть вещи сокровенные, которые я не делюсь. Ну и, конечно, какие-то семейные истории, которые вот прям, с которыми не хочется делиться, хочется, чтобы они у тебя внутри остались и тебя грели, твою душу. Охотно разговариваю на темы, когда преодолеваешь трудности, и потом человек слушает, он может тоже применить это у себя. Мне это приятно. Охотная тема, когда могу вдохновить людей, сделать что-то, выйти из зоны комфорта и начать менять свою жизнь. Худший, самый страшный, когда мне сказали, что моя дочь выпала из окна. Ей был год, а я находилась в командировке, и когда я позвонила домой и услышала, как 6-летний сын говорит, мамочка Салия выпала из окна. И меня как бы нет рядом, вот это был самый худший момент. Мне кажется, лучшие моменты в жизни, когда я уже родила, тебе говорят, что все в порядке с своим ребенком, это прям такое счастье увидеть этого ребенка. Это самый лучший момент. Самый лучший момент, когда мы делали уборки по Кыргызстану, и когда я вижу в ленте моих WhatsApp-групп, как грязно и чисто, и сколько мусора собрано. Это вот такой момент счастья, что ты вот силой своей мысли помечтала, и теперь столько людей вдохновились и продолжают уборку. Это вот прям, это для меня момент счастья. Ой, ну, наверное, Москва слезам не верит. Так, 3 орешка для Золушки. Помните, «Один дома». То есть мы с детьми это любим смотреть. А мои любимые книги – это книги по личностному росту. Сейчас очень увлечена Ихакамадой. Нравятся психологические разные триллеры, которые я читаю. И литература для души. Я сейчас читаю, конечно, исторические романы. Я люблю петь и танцевать. Я хочу прям серьезно научиться танцевать танго. Танго и вот эти все латиноамериканские танцы. В свободное время я обожаю посмотреть какие-нибудь фильмы интересные, послушать интересных спикеров. Там Boyz II Men, Уитни Хьюстон, Тони Брэкстон. Из российской даже люблю Пугачеву слушать, вплоть до Киркорова. Сейчас люблю Чумакова. Есть такой грузинский певец Дато. Вообще много грузинских певцов мне нравится. Ну, естественно, студию, на которой мы все выросли. Приоритет здоровья. Здоровье родителей, иммунитет. Я поняла, что мы до такого дна дошли, что нельзя больше назад пути нет, потому что сзади нас уже никого нет. То есть, когда в больницах умирало столько людей, и как все работало ужасно плохо, и тогда понимаешь, что это везде, этот коллапс, и хочется сделать что-то, чтобы улучшить. Потому что моя личная мечта – это вот чтобы я жила в стране, в Кыргызстане, и чтобы это была процветающая, современная, по всем параметрам страна, например, такая же, как Норвегия, чтобы она была чистая, чтобы в ней достойные зарплаты людям платили, чтобы была классная образовательная система. Честное государство, богатое, поддерживает свой народ,
где на каждого кыргызстанца открыт счет в банке, как только он рождается, и он имеет право на все, да, на все недра, на все, что происходит на фоне инвестиций. Мне кажется, вот хочется, чтобы мы все имели вот это вот уверенное будущее на завтра. Поэтому что когда каждый родитель рожал ребенка, он знал, что у этого ребенка будет светлое будущее, у него будет хорошее образование, хорошая медицина, и у него будет достойная жизнь.